Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Не забывайте подписаться. Это хотела, это насчет, это аят 222 аят сура Кароа. Вторая сура, это по это счету Коран, это о менструации женщине. Вот это перевод такой, это говорит. Они спрашивают тебе о менструациях, скажи. Это два это перевода, я здесь это вам это расскажу. Скажи, это страдание. Или второй это перевод «скажи, они причиняют страдания». А, Посему избегайте это полового, как это, близости с это, женщинами во время менструации и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, э, то приходите к ним так, как по- повелел вам Аллах. Воистину Аллах любит э, покая, покая, покаящись- покаящихся и любит, э, как сейчас скажи, любит очистящийся, да. Поясни, Аллах любит покаящихся и любит очистящийся, да. Очистящийся. Почему? Вот это, смотрите, это здесь очень это перевод я переводила, а сейчас буду это объяснить и толковать это. Аят это о том, это идет речь о том, что во время месячной с женщиной близости запрещено. Не то, что запрещено, это в постель лежать можно, обнять, поцеловать, все можно, только близости нельзя. Близости нельзя, потому что это страдание, это боль, страдание, нету ни это, как это, желания. Это как бывает женщина, она даже не хочет разговаривать, не хочет это, как это, каждая женщина по-своему, как это проходит у них это ПМС, да, постменструальный, как это, менструальный, как это, синдром. Вот, поэтому, так что женщина в исламе тоже вот это будет это защищена, что когда месячные нельзя, не трогайте, не то, что не трогать ее половой орган. Половой орган нельзя, близости нельзя, а вот поцеловать, обнять все можно. А если э, так это мужчина не может, пусть как это держит пост. Да? Пост, ничего страшного, держите пост, что перед Аллахом будет благо для вас. Да-да. Это я так это вам говорю, что пост держать это очень хорошо. А еще в конце аят говорит, что поясни, Аллах любит это кающийся и любит очистяющийся, да? Ну, очищающийся, да. Очищающийся. Если кто-то не понял, не знал до этого, близости были во время месячни, покаются, Аллах любит покающихся. Если кто после этого очищения, это женщина после окончания этого месячной тоже это будет близости, это тоже Аллах любит чистые люди, которые после как это чистоты женщины, как это ближется. А потом еще здесь аят, знаете, что говорит? Приезжайте к нему, как Аллах повелел, да? Повелел как? Когда женщина очищается, у нее заканчивается месячный, мужчина должен спать, ну, то есть близость, это интимные отношения к своей жена, имеет право только где рождает ребенка, только во влагалище. Да. Во влагалище, какая это поза бы это не хотел бы мужчина, только во влагалище. Задний проход запрещено. У нас в религии ислам задний проход это анальный вот, да, анальный это секс, как это в медицине называется. Анальный секс запрещено в нашей этой религии ислам. Во время Лут алейхиссалам это народ, который они занимались, это анальный секс, это анальный секс. Вот Аллах Субхану наказал это народа, уничтожал это народа. Поэтому
Наша религия запрещается, запрещено это, большой грех анальный секс. Это кто это, если занимался когда-то с женой, вот это аят сообщит в конце аят, что поистине Аллах это любит покаяться. Покаяться Аллах прощает. Вот это с точки зрения медицины, анальный секс, это э, как это эм, интимный проход, это в итоге у женщины будет это незадержимый, как это, там сфинктер есть, это в анусе у женщины. Это сфинктер, как это уже становится, как сказать, срок просечет, женщина потом не может сдержаться своей содержимой, и у мужчины тоже это почка потом в итоге отказывается. Это в книге я читала, арабской книге, насчет это вреда, это анальный секс, у мужчины потом в итоге почки потом будет постепенно, как это, свои функции, как это, как это угнетает, уничтожает эта функция, выполнение функции этой почки мужчины. Это как наказание Аллаха, вот видите? А у женщины, как это, у сфинктера, это уже как это содержимое, как это кал, это все это содержимое не может это держать. И как это будет там всякие вот это еще инфекция это и попадет тоже, это какая-то инфекционное заболевание тоже будет, но это сфинктер это тоже это повреждает. И у мужчины это, как это, в почке в итоге как это отказывает. Не сразу. Аллах Субхану в Коране сообщит, что он как это наказывает не сразу. Если человек покается, Аллах прощает. Если не покается, потом будет наказание. Вот это отказ почки мужчины, а как это сфинктер женщины, как это уже не держит содержимое этой внутренней этой женщины. Вот так. Не забывай, пожалуйста, ставить лайк, подписаться.